Одна из премьер, подготовленная творческим коллективом Сибайского храма Мельпомена, дипломная работа артиста театра, студента 5-го курса Уфимского государственного академического института имени Загира Исмагилова Вадима Гильманова. Зрителям хорошо знакомо его имя, ведь в Сибае он работает с 2007 года. За это время Вадим Гильманов успел поставить 4 спектакля. В честь закрытия 85-го творческого сезона на суд зрителей и преподавателей Уфимского института начинающий режиссер представит спектакль по пьесе татарского драматурга Аяза Гиляжева «Горько». Та пьеса, над которой мы сейчас занимаемся, над новой постановкой, она, думаю, очень даже заинтересует наших зрителей своей тематикой. Тематика, проблематика – это отцы и дети, матеря, дочери, то есть вот проблематика такая, и поэтому она, думаю, будет не безразлична нашим зрителям, так как на дворе сейчас такое время у нас, где сплошь и рядом мы встречаем конфликты между детьми и родителями, поэтому добро пожаловать на нашу премьеру. Она, я думаю, вас увлечет, уважаемые зрители. На премьеру спектакля «Горько» зрители приглашают 31 мая, а днем ранее состоится бенефис в честь юбилея народной артистки Башкортостана, одной из ведущих актрис республики Зифы Баязитовой. В этот день драмтеатр представит комедию по пьесе Мудариса Багаева «Если бы не конец света», где главную роль сыграет сама Зифа Баязитова. Был комедияны біздің театрыбыздың художество етекшісі Россия Федерациясының һәм Башкортстан Республикасының атқаданған мәдәният хезмәткәре Башкортстан Республикасы. Художественный руководитель театра Дамир Галимов этот спектакль посвятил и подготовил специально к юбилею Зифы Баязитовой. Комедия обещает стать интересной. Приходите, не пожалеете. 85-й творческий сезон драмтеатра выдался насыщенным. Почитатели театрального искусства увидели работы наших актеров и артистов, а также смогли оценить творческие находки режиссера Башгосдрамтеатра Ильсура Казакбаева. Закрытие сезона обещает стать не менее интересным и впечатляющим. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.